Адам портит все. Ой, ребятулечки, подождите немножко, я уже почти все, не хочу пугать людей своей дубравушкой. Ага, обычно люди осуждают волосы на женских ногах. Однако, удивительно то, что около 100 лет назад еще никто не обращал на них внимания. Блин, это что, зубная фея? Не-не-не-не, не беспокойся, это наша садовая суперспособность. До момента изобретения безопасной бритвы в начале 20 века бритье было довольно опасным занятием. Так что большинство мужчин или ходили к парикмахерам, или не брились вообще. Нет, не могу. У меня семья. Но все это изменилось, когда человек по имени Кин Кэм Джилет изобрел первую одноразовую бритву. Здрасте, бороды покрасьте. А почему бы тебе не купить мою одноразовую безопасную бритву? Тогда ты сможешь бриться каждый день. О, почти не порезался. Лезвия были относительно недорогими, но их приходилось покупать регулярно. За добавочку платите. А еще вам придется покупать лезвие каждые несколько недель до конца жизни. Угу. Погоди-ка, это еще не все. Есть еще что-то? Еще бы. Афера Джилета не только в том, что он подсадил людей на одноразовые продукты. Он убедил женщин, что им тоже нужно бриться впервые в истории. А вот эта история... Скажи, что это было подло. О, еще как. До 1920 года большинство женщин вообще не брились. Это было настолько необычно, что когда молодая девушка порезалась при бритье ног, о ней написали государственные газеты. Но все это изменилось, когда Джилет придумал, как расширить свой одноразовый бизнес. Ну конечно! Женщины – вторая половина человечества. Но поскольку у женщин не растут бороды, бритвенной индустрии нужно было убедить женщину, что их волосы на теле обязательно нужно сбривать. Поэтому была разработана специальная рекламная кампания для манипуляции. Сначала появились заметки, что в Европе писком моды стало бритое тело. С бритыми подмышками я чувствую себя так по-французски, а может даже и по-испански. Затем женщин стали уверять, что им нужно стыдиться своих волос в подмышках. Но зачем журналы вообще печатали такую рекламную чушь? В этом-то и весь смысл. Знакомьтесь, это Ребекка, автор книги «История об удалении волос». Издательства того времени не стеснялись стыдить женщин за их волосы, потому что цель их была одна – заставить женщин покупать товары. Миллионы женщин по всему миру доверяли журнальным советам, особенно молодые девушки, которые переехали в город подальше от родителей. По сути, издательства продавали доверие женщин-рекламщикам, а они, в свою очередь, внушали, что женщины забудут о своих проблемах, если они будут покупать только их товары.